Продолжается голосование на выборах президента России. Сегодня второй день. За прозрачностью и легитимностью голосования на избирательных участках в режиме видеонаблюдения следят в Магасе. А на участках работают наблюдатели и наши съемочные группы. Последние новости из селения Бердюрт расскажет Рина Тичоева. Она сейчас на связи со студией. Рина, тебе слово. Здравствуй, Юсуп. Мы сейчас находимся в отдаленном сельском поселении Бердюрт, где, как и по всей нашей республике, ровно в 8 утра свои двери открыл избирательный участок под номером 814, который расположился в местной школе. Люди приходят, голосуют здесь, на этом участке, должны сделать свой выбор. 280 человек. В Бердюрте есть свои определенные традиции, когда люди никогда не остаются в стороне важных государственных событий. К этому моменту уже проголосовали более 50% жителей Бердюрта. Рядом со мной находится председатель избирательного участка Зарина Погорова. Зарина, здравствуйте. Расскажите, как проходят выборы? Вчера первый день выборов, как у вас прошел? Много ли было тех, кто голосует? Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Первый день голосования также были впервые голосующие. Это люди, которые уже получили, соответственно, совершеннолетние. Также первый житель наш. Я знаю, что у вас есть семья, которая на каждый выбор приходит и целой семьей голосует. Конечно же, да, это семья Аушевых. Обязательно, они всегда приходят первыми на избирательный участок и, как и всегда, с радостью голосуют и отдают свой голос. Расскажите, какие условия созданы? Есть ли дистанционное заявление на голосование? Да, конечно же, люди уже подавали, мы также выезжали с переносным ящиком, и более 3 семей уже проголосовали уже дистанционно, и более уже 50% проголосовавших на данный момент. И также созданы условия: это комната для намаза и комната матери и ребенка. Ближе к вечеру ожидаете явку большую? Я очень надеюсь на продуктивные выборы наши. Спасибо большое. Все-таки мы понимаем, что выборы президента России – это самое яркое, важное политическое событие. Конечно, люди и жители нашей республики не могут остаться в стороне, ведь понимаем, что от этого зависит стабильность и будущее нашей страны. У меня на этом все, Юсуп.